Аԥсны Рауль Ҳаџьымба дырҭааит Гәылрыԥшьа раион ақыҭақәа Ԥшьаԥи Каци қыҭеи. Имҩаԥысит аҳәынҭқарра Ахадеи ауааԥсыреи реиԥыларақәа. Рауль Ҳаџьымба ицын Аԥсны Жәлар Еизара адепутатцәа Сергеи Шамбеи, Роберт Иаилиани, атәыла Ахада аусбарҭа анапхгаҩы Беслан Барцыци. Ԥшьаԥ ақыҭа аиҭашьақәыргылара иаҿуп абаҩрҵәыразы аҽазыҟаҵарақәа ахьымҩаԥырго ахыбра. Ари аус афинанстә цхыраара азыҟаиҵеит аҳәынҭқарра Ахада. Рауль Ҳаџьымба игәеиҭеит аусурақәа рымҩаԥысшьа. Когда в августе 2014 вы стали президентом, я подал второй раз докладную на ваше имя. Правда, с тех пор цены уже другие стали, стоимость строительных материалов уже другая. Ну, по вашей команде Управление капитального строительства провело дополнительную экспертизу, добавило фронт работ. Кстати, мы внешний фасад не хотели делать, а сейчас это тоже включено в список работ. В общем, общая сумма достигла почти 7 миллионов рублей. В наше время, когда того внешнего финансирования, какое было раньше, нету, было время, мы 30 миллиардов получали за определенный комплексный план. Сегодня этого, конечно же, нету, за 3 года где-то. Но сегодня все равно руководство страны в вашем лице, в первую очередь, изыскало возможность профинансировать этот проект. Деньги, которые получает страна, это деньги не президента, деньги нашего народа. Если нашлись какие-то возможности, значит мы будем делать. Помещения, спортзалы, все те школы, которые есть, и те же дороги, о которых ты говорил, что просят люди. Если они не напрямую, через вас, то все равно приходят к нам, приезжают и говорят о дорогах тоже. Ну, будем делать там, где есть возможность. Ария спорт шазыҟаҵарҭа ахархәара рыҭара згәаҭоуп ҳазну ашықәс сентиабр анҵәамҭазы. Аџьынџьтәылатә еибашьра-дуи Аԥсны Жәлар Џьынџьтәылатә еибашьреираан иҭахаз Ԥшьаԥтәи рбаҟамҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит атәыла Ахада. Анаҩс имҩаԥысит Рауль Ҳаџьымбеи, Ԥшьаԥи иара зааигәара иҟоу егьырҭ ақыҭақәа ирыламхо иреиԥылара. Ицәажәоз ирҳәон, аҵыхәтәантәи аамҭазы анхацәа рыԥсҭазаара аихтәразы иҟаҵоу шмаҷым, аха иӡбан апроблемақәа ишыҟоу. Аԥснытәи аерманцәа рхеилагахантәаҩ ихаҭыԥуаҩ Рафи Григориан иҳәеит, аҭырқәцәа ргеноцид иацәынхаз аерманцәа ԥсадгьылс Аԥсны шырзыҟалаз, аԥсуаа иҟарҵаз агәы ҳалалра ахааназы хашҭра шақәым. Аиԥылараҿы иқәгылаз Рауль Ҳаџьымба дазааҭгылеит ареспублика асоциал-економикатә џьара шымҩаԥысуа, ақыҭақәа реиқәырхаразы анапхгара рнапы злаку аусқәа. Есть вопросы, которые нужно решать, не занимаясь склоками. И у нас сегодня не самая лучшая пора, не то что в самой республике, но и в тех процессах, которые происходят у нас вокруг нашей страны. В России тоже не совсем так легко, как некоторым кажется. В России тоже идут сложные процессы, но Россия сильное государство, они могут выдержать эти многие процессы. Нам вести себя неразумно, я думаю, было бы просто опасно. Никто нас не лишает собственных взглядов, у нас есть свои политические ориентиры, и мы это доказали своими подписями под документом, который называется о стратегическом партнерстве и союзничестве. Мы подписываем соответствующие документы, нацеленные на улучшение качества нашей жизни. Растут, да, есть определенные вопросы, но растут заработные платы, пенсионные возможности. И в одночасье все сделать так, чтобы всем это нравилось, наверное, просто невозможно. Но самое главное, хочу заметить вам всем, задача, которая стоит перед нашим руководством, перед нашими, как говорится, людьми, передо мной, как главой государства, сделать все для того, чтобы те деньги, которые приходят из России, стали бы основой развития нашей экономики, чтобы мы могли сами зарабатывать, чтобы мы могли бы ни у кого не спрашивая тратить их туда, куда нам действительно нужно, куда мы считаем необходимым направить эти средства. Сегодня немало сделано вот по вопросам реализации инвестпрограммы. Делаются дороги, делаются крыши домов, подвальные помещения, те же спортивные сооружения. Но я еще раз хочу вот всем вам озвучить. Самой главной задачей является то, что нужно эти средства использовать на развитие экономики. И мы это постепенно стали делать, и со стороны России есть понимание в этом процессе, нас поддерживают. И я надеюсь на то, что через буквально некоторое время ситуация в экономике нашей страны изменится. Изменится в лучшую сторону. Буквально несколько лет, когда бюджет страны составлял
по бумагам порядка 3 миллиардов, а фактическое его исполнение не превышало 2 миллиардов 700, 800, 900 тысяч. Мы в прошлом году, да, очень трудно было, мы на 600 миллионов больше сделали денег, собрали в бюджет своей страны, чем в 2014 году. Это трудный процесс, были задействованы все ресурсы. Да, мы занимаемся тем, что администрируем налоги, создаем условия для того, чтобы курорты стали лучше работать. Вчера еще нам предлагали от многих этих объектов избавиться, продать. Но мы сегодня сами начали реализовывать свои программы, которые позволяют совершенно по-другому смотреть на эти процессы. Самое главное все-таки это вопрос села. Мы должны понять, что без села не будет ни курортов, ни каких-либо других улучшений качества нашей жизни. Поэтому те программы, которые мы заложили по кредитованию села, они пока маленькие, но это начало. Начало, которое позволит расширить эти возможности. Я не сомневаюсь, с каждым годом эта сумма будет увеличиваться. И есть кто обижается, потому что до него не дошла очередь. Но хочу заметить еще раз, мы сделаем все для того, чтобы люди почувствовали бы изменения жизни и на селе в том числе. Но и я вас тоже призываю, вот у каждого из вас есть свои подворья, участки. Вы на них, конечно, работаете, делаете свою работу. Но колхозов и совхозов возродить мы не можем уже. Но можно создать условия для того, чтобы были бы хозяйства, которые объединяют несколько семей, создают возможности для того, чтобы развить животноводство, парниковые хозяйства. Те усилия, которые были предприняты за последние годы, это не только там наше руководство сделало, но делалось и до этого. Парниковые хозяйства, которые создавались, сегодня они начали реализовывать уже свою продукцию. Вот Пицунский парниковый вот этот объект, он сегодня дает, я не могу знать, как это везде происходит, но у нас то, что выращивается, это один из лучших продуктов, помидоры, которые с руками, с ногами отрывают в той же Москве. Если азербайджанские помидоры, которые завозят в Москву, стоят 110 рублей, то наши на месте, даже не разгружая машину, забирают на 20 рублей больше. Это говорят сами же вот наши производители. Вот таких хозяйств нам надо создавать больше. Вот в этом мы готовы помочь. Мы готовы помочь, чтобы на селе развивалось парниковое хозяйство, развивались бы животноводческие какие-то комплексы. Не обязательно, что это большими фермами. Но пусть будет это несколько голов скота, но мы должны знать, что это будет в помощь нашему, как говорится, человеку, нашему крестьянину. Я, несомненно, верю в то, что это будет получаться у нас. То, что мы сегодня здесь начали работы по спортзалу, ну, я думаю, что спасибо не мне нужно говорить, и не депутату. Спасибо нужно говорить тем людям, которые дают возможности потихонечку от этих денег, которые заработаны в бюджет, с помощью вашего же, вернуть вам эти деньги. Эти деньги не я заработал, и не он, никто другой. Это деньги ваши. И они должны возвращаться на село. Знаю, какое трудное положение на селе у учителей. Нелегко это. Знаю, в каком состоянии находятся школы. Но хочу вас заверить, еще раз, для всех должно быть понятно. У нас пока, к сожалению, нет таких больших возможностей, которые изменили бы все состояние дел сразу в одночасье в лучшую сторону. Но украсть и положить в карман мы не дадим. Я знаю положение дел, которое складывается на таможне, на границе. Есть серьезные проблемы, которые мы будем решать. Есть вопросы, которые связаны с доставкой грузов и оплаты по этим грузам. Мы сегодня тоже это обсуждали. Вопросы тарифов, вопросы таможенных платежей, вопросы ввозного НДСа. Все это нацелено на то, чтобы получить государству еще небольшие возможности для того, чтобы состоялось оно, это государство. В целом, мы научились уже потихоньку зарабатывать свои средства. Я думаю, что здесь никого не обману, но 5 миллиардов 711 миллионов – это та сумма денег, которая в бюджет должна прийти в этом году.
Если сравнивать с нашими вот возможностями, которые созданы благодаря России, вот то, что нам оплачивает Россия за правоохранительную систему, за образование, за культуру, пенсионные возможности, общая сумма денег, расходуемых на вот эти направления, составляет около 5 миллиардов с чем-то. А вот эти 5 миллиардов мы должны зарабатывать сами. Мы должны научиться зарабатывать. И плюс нам надо еще отдельно наращивать возможности по развитию нашей экономики, села. Как минимум хотя бы 2-3 миллиарда должно быть для того, чтобы мы были бы самодостаточным государством. Хотя и этого мало. Но надеюсь на то, что мы вместе с вами сделаем все для того, чтобы страна состоялась. И последнее. Слышу я много раз, вот уже бывая в тех или иных местах, просят по дорогам, электричество, водоснабжение. Тоже решить все эти вопросы в один присест невозможно. Но мы были вот недавно, вот сейчас вот в Яштуфа. Там, где можно сделать сегодня, нельзя откладывать на завтра. И это не самая сложная работа. Плохо, хорошо, у нас есть какие-то технические возможности, финансовые возможности. Сегодня вот после нашего пребывания в Яштуках поставили уже столбы, насколько мне известно, доложили, поставили трансформаторы. Людям это нужно делать без моего присутствия, без меня. Это должно делаться каждый день. Но единственная наша, наверное, все-таки задача сохранить страну и приумножить ее возможности. Анавиши мне пысит, апсына ахады, катсикыты, егиртакытыквы ирва апсыра рейпылара. Анхача адула ахада итамук паярфейт, иқарта захвари накуршана, кудрадзиес, ава ирицамлар пепш авусураква ахейчка ахаз. Немало сделано было с руководством района, с помощью вас, Рауль Джумкович. Действительно, нас на сегодняшний день очень сильно волновал река Кадор. Вы прекрасно знаете, на сегодняшний день мы, вот так если сказать по-сельски, вздохнули. Благодаря вас, руководство района, убрали эту нашу проблему. Есть у нас проблема еще была также с паводками связана. Она в такую сухую погоду, честно говоря, воды вообще нет. А выходила с берегов, прям в дома топила. Вот это в прямом смысле слова. Вот благодаря вас, опять же таки, прорыты 800 метров совершенно нового канала. И более 400 метров прорыт, новое русло поведены. То есть эту беду тоже убрали. Как видите, производим во всех 7 селах малых, у нас 7 сел малых, произведены за эти 2,5 года грунтовые работы, ямочные, проселочные дороги, грунтовые. Асфальт местами улучшен, ремонтируем сами, опять же, с вашей помощью. Честно говоря, с водой у нас есть пару сел, где проблемы, нету воды, питьевой воды. Апсына хадарауль хаджимба катсикытаник гулрат эзвейтейт, анхатша зшлум харада ишаан рмижва. Вопрос, который волнует всех, как мы дальше будем жить. Есть ли у нас возможности развиваться? Есть ли у нас желание и готовность строить отношения с Россией? Россия, которая нам помогает сегодня, делает соответствующие шаги для того, чтобы мы состоялись. Но нам нельзя забывать, я уже говорил, мы государство признанное. У нас есть свои взгляды на жизнь, и нам никто не мешает их выражать, выстраивать отношения со всем миром. Но для нас самым главенствующим ориентиром является Россия. Тяжело сегодня говорить о многих достижениях, потому что так или иначе они не совсем такие громоздкие, величавые, но есть уже процессы, которые свидетельствуют о том, что мы можем потихоньку начинать развиваться именно в том направлении, которое позволит создать условия для того, чтобы страна состоялась. Сегодня уже, благодаря той же российской финансовой помощи, совершенно по-другому выстраиваются отношения и по финансовой помощи, по вопросам безопасности, по вопросам пенсионных тем и по вопросам гражданства. Я вот здесь вот вас могу заверить, к концу этого года, где-то в середине осени,
уже будут решаться уже вопросы, связанные с гражданством. Те, кто их не получал вот, в предыдущие годы, эта тема уже практически так вот решается. Ну, а в целом ситуация в каждом, как говорится, селе в Абхазии, она идентична. Практически разницы нет. Везде проблемы света, везде проблемы водоснабжения, дорог, вопросы оплаты за этот свет, вопросы оплаты за земли, которыми мы пользуемся. Если не будет встречного движения самого государства и людей друг другу, мы практически многие задачи не решим. Но, несомненно, государству нужно помогать селу. Знаю ваши проблемы, знаю трудности, начиная от вопросов, связанных здесь, вот он мне говорил буквально, у нас даже, мол, нет места, где можно было бы сесть, поговорить нормально, клуба нет, того нет. И все эти вопросы, та же школа, в которой мы с вами сейчас находимся, в достаточно плачевном состоянии. Но все эти вопросы мы готовы решать и будем решать их. Мы в этом году порядка почти 7-8 миллионов только вот на вот ту дамбу, которую производили вот наши ребята, потратили. И также это касается развития села. Мы готовы выделять соответствующие суммы денег. Мы в прошлом году это начали делать. Деньги нацелены на то, чтобы село начало потихоньку развиваться. Люди должны проявить инициативу, молодые, энергичные есть. И мы готовы помогать этим людям. Главное, чтобы мы друг друга не обманывали. Раз мы даем деньги, эти деньги должны быть на пользу для самого человека, для дела, для его окружающих. Мы не требуем, как говорится, скорее, как говорится, вернуть эти деньги. В этом году и в прошлом году те кредиты, которые даем, нигде вы в другом месте не увидите такие процентные ставки. Это 6% и 10% для города. Сегодня денег, конечно, в таком объеме, как это хотелось бы, нет, но в любом случае мы эти работы проводим. И последующие годы тоже будут все, как говорится, наши структуры нацелены на то, чтобы помогать селу. Знаю положение учителей, непростая ситуация и в этом направлении, но все то, что делается сегодня, для того, чтобы поднять и заработные платы, выплатить их до конца. Нам говорят, вот вы подняли заработные платы, они выдали их. Мы всем везде все выдаем. По всем тем, как говорится, числам, которые обозначены. Но есть места в республиканском бюджете, где мы не смогли это пока еще сделать. Но и эти вопросы будут закрыты. Апснахада Рауль Хаджимба, убасги иртак пайзейт, айпул реал хузрзараква.